Мы рады приветствовать вас на канале Якутия24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня, друзья, у нас будет, впрочем, как и всегда, интересный выпуск. Но я думаю, что он будет еще интереснее, потому что мы будем говорить вот про эту красавицу. Это яхта, которую называют «Принцесса Лена». И ее готовят к кругосветному плаванию. То есть это яхта, которая будет ходить не просто по рекам, а по морям и океанам. И сейчас хотелось бы познакомить вас с автором проекта Григорий Иванов. Григорий, здравствуйте. 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 Григорий, расскажите про ваш проект, как долго вы над ним работаете? 8-й год уже мы как бы строим. По идее, по проекту по плану мы должны построить, на следующий год спустить на воду уже. А так, сам проект, как река, класс река-море. Вот стоите вот в заднем плане вот этот киль. Этот киль отпускается и поднимается. Это по-простому так в народе как. И принцип этот киля на реке, он как бы поднимается, и можно по реке, по малым рекам даже можно ходить. Эта осадка у него получится 1,60 м. А в спущенном виде, когда на море выходим и паруса будут подняты, это будет осадка у него 3,70 м. Вот. А балласт, у него общий вес балласта где-то и жидким балластом, все общее, твердым балластом, оно получится где-то 14 тонн. Это, когда на море выходит. И балласт он нужен для того, чтобы уравновесить действие парусов, да? Да, когда уже под парусом. А мачты у него будут тоже телескопические мачты. 3 мачты будут. Они тоже принцип работы такой, чтобы одним нажатием гидрораспределителя, там 3 гидрораспределителя получается. Я вам покажу там. Мачта с парусом параллельно как бы поднимается. Поэтому здесь достаточно одного лебедки для управлять с парусом. Один человек может управлять этим парусом. Парусной судной. Таких сложных работ уже не потребуется. Сегодня вместе с нами вы, так сказать, почувствуете это каково. Вот Григорий, кстати, не упомянул, это все делается своими руками. Вместе с сыном они уже готовят эту яхту для того, чтобы буквально уже, по плану, следующий год уже спустить ее на воду. Вот. Но сейчас у нас есть небольшой фронт работ. Параллельно с этим мы будем знакомиться с этим проектом. Друзья, нашу работу мы начнем знакомство с киля яхты. Как сказал Григорий, киль будет подъемный. То есть я правильно понимаю, что эта часть выдвижная, то есть она будет выдвигаться вниз, и внизу еще прикрепляется буль. Да. И все это должно быть такое достаточно тяжелое, то есть должен быть балласт. Да. Общий вес, я вам покажу, буль весом будет свинец туда залито. Это в виде трубы, 420 труба, и там залито свинец полностью. Да, это весом больше 4 тонн. А здесь лежат вот эти металлические балласты. Каждый балласт весом 25 килограмм. Вот эти балласт всего здесь лежат 2,5 тонны. Вот. Их нужно размещать. Их надо туда сложить, да. Так, сейчас давайте я попробую. Так, берем, несмотря на то, что вроде как небольшой по объему, но увесистая. Где-то 25 килограмм. 25 килограмм, ага. Так, сейчас. Так, каким образом я прикладываю? Вот туда стоя. Разницы нету, но по идее вот так. Туда вот толкай, да? Толкай туда по стенке. Вот. Следующую. Так. Вот сюда же рядом. Что? Чтоб не болтались, они впритык должны.
с краю сюда можно, а третью в середине запихать. Посередине, да? Так. И одну в середину, да? Да. Ну, по проекту они должны, впритык должны войти. Сейчас убедимся, Сейчас как посмотрим, она. да? Да, посмотрим. А сам вот чертеж, проект, это вы сами делали? Ну, мы заказывали в проектные институты, а так все равно по ходу работы проекты все равно дорабатывается. Мы сами. Видите, вон, Все вошло. с этой стороны, если посмотреть, она притык совсем, чтобы не болталась даже при любом штурме. Ага. Вот. А дальше берем вот этот свинец. Это мы заливали свинец. Они по размеру-то маленькие, но не тяжелее. Оно этот вес 13-14 Ага. килограмм. Вот сюда внизу надо. Вот где-то так. Внизу будет. Там где как, как угодно. Здесь уже разницы нету. Они размером разные, поэтому. То есть как в виде тетриса, да? Да, хоть как. Вот. Тоже. Ну, а работа сама по себе, вот эта заливка свинца очень трудоемкая. Она, сами знаете, это аккумуляторы, каждый аккумулятор разбивать надо. Это свинец аккумуляторов, да? Да, аккумуляторные, и всякие разные там собирали. И сама вот эта работа, она грязная. Химикат, там кислота, все, вот горит, все. Опасная даже, скажем, такая работа. Вот. И там покажу, где мы как это делали, кипятили вот этот свинец. Вот сюда и костер, вот видите, вот остатки шлака. Ага. Вот здесь костер делаем и здесь заливаем. Прямо где здесь формы должны быть. А это издалека вот это закрываем. Вот это. И потом раскаленный свинец. Да, формы, да? уже капает вот здесь. Вот видели же там формы. Да. А вот они. Вон лежат. Вот типа так. Открыли, она капает. Угу. Все готово. Закрыли. Так, дальше костер. Туда свинец кидаем. Вот. А здесь уже остывает. Дальше следующий пошел. Угу. Все, давай теперь вот этот возьми, закрываем. И потайные вот эти болты будут. И вот закрывать надо вот этот. Ну мы зрителям покажем, как это Да. будет, да? Вот на каждом вот есть номера, вот допустим, вот специально мы сделали. И здесь вон 4. Да, сюда надо, Будет закрываться. да, вот так. закрываться. И нержавеющими этими болтами будет закреплено. Вот здесь не видно будет, потайное все. Ну. И здесь эти ползуны будут ходить, там шахта есть, по шахте. Мгм. Вот это, чтобы притык, чтобы. То есть какой-то, сейчас мы посмотрим, подъемный механизм будет. Да, такой некий, там да? цилиндры будут поднимать, отпускать. Сейчас. Осторожно, Опа. осторожно. Так. Это металл, да, толстый, 8 или 6. Давай еще одну возьмем, вот этот на образец тогда с собой Туда, да? туда. Это, кстати, болт нержавеющий, да, к Да. которому будет прикручиваться сам буль. Соединять буль с этим, с килем. 5 штук вот это крепление. Вот видите, вот болты. Вот это все это нержавейка будет. Это то, что заржавело, это мы все обработаем, еще покрасим. Всё. Мгм. При морской воде, чтобы ни капли, ни ржавчины, чтобы не было. Высота киля 4 метра 20. Спускается где-то 2 метра уже под водой будет. Это значит, где ватерлиния, где-то в этом районе будет ватерлиния вот так. Это 2 метра отсюда. И вот это 1,5 метра, это как бы на излом, чтобы не ломалась вот эта жесткость. То есть была. фиксироваться внутри Да, в корпусе яхты будет. да. И вот кормовая часть также тоже вот. Вот видите, вот нержавеечка, вот, пластинка нержавейка, она здесь ползуны будут, поэтому постоянно краску будет тереть, поэтому мы наплавили вот это нержавеечкой, заварили. Всё. И сносу тоже так же вот. Вот она. Здесь мы специально вот
кузбасслак заливаем, чтобы внутри вода все равно по-любому попадет, краска. Вода соленая. Поэтому, чтобы не заржавело вот это. А во время отстоя, вот этот угольник, вот ребро жесткости, ну как бы направляешь и сливаешь воду постоянно, обязательно вот этот. На каждом подводной части, ну, любой судне так делают. Или перо руля, или где вот это. Воду слили и все, обратно. Это чтобы там вода не Да, задерживалась. вода зимой, да. Это в зимний, это у нас можно там. Ну, а в Арктике где-нибудь. А в теплых странах ну, ни к чему это. Мгм. И сверху вот это вот крышки, тоже водонепроницаемые вот эти крышки. И сверху будет закрываться все плотно. Мгм. Это там уже, я вот тоже покажу. Так, ну сейчас мы познакомились с подъемным килем. Сейчас мы передвинемся Да, под, да? да, под идем. яхту. Вот якорь, это якорь Матросова весом 100 килограммов. Мы просто его немножко укротили, вот эти лапы, потому что туда ну, там тоже есть, ну, входила в паз. А это цепь тоже вот кузбасслаком вот мажем, не краской, а кузбасслаком. Все равно это в морской воде она терется краска, а это не терется как бы это. Всё равно вот Остается. да, остается. И вот так закрепляется. Вот. Пойдемте вон сюда. Здесь вон с левого борта и правого борта вот два якоря по 100 килограммов. Мгм. А цепь весом каждый по 90 метров. 90 метров в длину. Да, 90 метров длиной вот этот цепь. Мгм. А это вот подрулька. Вон. То есть это помогает маневрировать. Да, это не на ходу, а вот в маневрах. Там, где там маринах, Портах, где да? что, да, где подход, отходы, или между льдами, или как управление. Вот. Это гидравлический этот Привод. привод, да, там цилиндры, этот стоят, насосы гидравлические. Ну, тоже я вам покажу сверху. Мгм. Это хороший, ну, это итальянское вот это тоже. Механизм. Да, механизм сам полностью. Мгм. Так, пойдемте вот теперь сюда. Это ближе к сюда. Так. Это называется бульб. Вот, который я вам показывал, вот киль. Мгм. Они будут соединяться вот эти трубы, Болтами. болтами. Они 5 штук, это нержавеющий болт. Ну, сейчас я вам покажу. Вот. И копаем каждую осенью эскаватором. И вот каждую весну это заливает песком, намывает вот намывает это песок. все. А на самом деле здесь яма. Вот она, чтобы ходила туда, сюда мы регулировали перестройки. Когда монтаж делаем, все равно надо регулировать все. И сейчас в данном виде мы все готово разобрали просто. Мгм. Останется просто собрать его. То Всё. есть вот тот киль, он уже будет Да, здесь будет уложен здесь установлен. Только через камбус сверху, через верх. через палубу спускаться будет. Ну, И здесь вот этими болтами просто яму сделаем, просто через это отверстие. Видите, вот отверстие каждый. ага. Вот через этот болт закрепляем просто. Его надо поднять, то есть откопать маленько. И вот этот талрепы надо снимать будет. Это нам скоро надо ехать, поэтому ну, это тоже в одну экспедицию с собой надо взять вот это. Поэтому это нам надо все равно лопатой вот это все откопать. Вот так. И закрепить вот это. И теперь идите сюда, вон видно, где шахта. Вон сверху. Видите, вот. Вон киль. Вот здесь будет стоять. А здесь ползуны я вам покажу, пластинки такие тоже есть. Их вон каждая заклепка закрепляем, чтобы скользко было. Не терли друг друга Мгм. краской. Мгм. Вот. Вот отсюда видно тоже вон хорошо. Вот. Мы сейчас туда поднимемся, посмотрим. Здорово.
Так, нужно тогда прокопать здесь, да? Да, ну, попробуй. Песок она Ну, такая. Либо экскаватор, либо я, да? А в целом вот стоит у реки, да? Да. Вот как во время паводка, Не, что происходит? Мы поднимали его тоже по большой воде, да? Вот выставили на вот городки. Видите, вот этот штапель сами сделали. Ага, вот эти, да? И там растяжки есть, чтобы они и с той стороны растяжки, ну, как бы налево-направо, чтобы не упал. А спускать будем тоже по большой воде. Когда во время ледохода, ну, После ледохода? да, после А. ледохода. Вот уровень воды уже поднимется выше ватерлинии, и мы своим ходом уже развернем корму назад или буксиром вытянем туда. Мгм. И это все очень процесс несложный, скажем. Несложно. Просто грамотно надо поработать и все. А каждый год мы сейчас кинстоны открыты, каждый кинстон. Видите, вот он стоят. Здесь Ну-ну-ну. кинстоны, и там. Вон там тоже. С той стороны тоже, да? Да, это носовой части, а это вот с кормовой стороны. Ага. Они вот снимается под водой тоже. Ага. Это тоже сделали обычный этот чугунный, они не ржавеют, поэтому вот от печки колосник сняли. Снимается и все, чтобы промыть там То все. есть, получается, вода, когда прибывает во время паводка, она спокойно заходит внутрь яхты Да. и не трогает ее. И не трогает там. Поэтому мы внутренние работы не делаем, потому что она под водой ну, может попасть. Ну как, намокнуть. что-то. Ну-ну-ну. Друзья, вот можно посмотреть размер буля. То есть вот. И 4 тонны весом. Да, 4 с чем-то еще. А вот Мгм. это только с обратно вот через этот соединяется. Вот так. Ага. Видишь. Вот это мы все туда залито, а потом еще здесь залили тоже кузгослав. Вот это. Ну, Мгм. чтоб, если по-любому туда вода попадет, чтобы не заржавело ничего. То есть лак будет не давать воде, Да, чтобы да. там делать свои дела. Да. А вот эти все стабилизаторные вещи, они были уже, да? Или Нет, это вы мы сделали? сами все. Ага. Это стабилизатор тоже от льда, как броня защищает. В то же время как стабилизатор служит. Ага. Вот с обоих сторон. Это тоже вон броня. Это перо руля вот здесь будет. Мы просто сначала-то хотели сделать здесь 3 точки, да, как бы здесь стабилизатор, то есть вот втулка тоже. А это мы потом передумали. Мгм. Послушали одного тоже умного человека, профессионал, Мгм. и не стали вот это, потому что при ударе льда Мгм. вот перо, этот баллер загибается. Ага. В таком случае 3 точки этот клинит уже. А если 2 точки там есть, ну там втулка, он, Ага. если даже удар будет, кривой будет, он все равно свое Будет дело будет работать. делать, А. работать. Вот здесь будет 3, да, здесь 2. Ага. Если при ударе заклинит, и все, уже перо руля никуда А. под водой, ну, тяжело, все, никакой цилиндр не управится, гидравлик. А если 2 А если 2, он кривой будет, но все равно будет свое дело делать. ходить? Ходить, вот это управлять. Ага. Потом вот этот мы тоже будем делать. Это все будем переделать. Сначала сделали так. Вот когда идешь под парусом, он как бы кренит, да? И Мгм. управляемость у него ну, Падает. падает. В основном управляемость идет за счет струи винта. Ага. А если идешь под парусом, винт-то не работает, Мгм. плохая управляемость будет. Поэтому мы его взяли, берем вот эту полностью меняем, оставляем вот эту болванку только. Вот это Мгм. тоже. И откидная будет, как бы, как кинжальная вот такой. А, то есть, когда парус, вы будете еще... Да, откидная будет. Откидывать. Тоже будем думать, как это все механизм будем делать. А, Не ныряя в воду сверху можно Ну, управлять да. этим. Это стабилизатор. Он помогает здорово при качках. Что меньше качает. а, Вот этот специально. А это вот пескоструй. Это здесь Пескоструйный аппарат? Да, пескоструйный аппарат. А вот там, видите, вот компрессор стоит. То он самодельный, да? Самодельный. Туда песок, Ага. вот сюда заливается вот.
ну, заливают сюда. Мгм. И, а это вот сам пистолет. Вот здесь вот автомобильные свеча есть советское производство. Мгм. Вот это делаешь, оно как этот керамика, очень прочная. А, Это сломанное просто, вот так торчит. как Вот форсунка. этот, да, по песком вот это все корпус все обрабатываем. А, эффективный, да, вообще? Да, Да? хорошая вещь. Ну, своими руками. Да, тоже. Так, вот это, вот видите, вот видно даже, снято вот отсюда с носа вот яхты. Ага. А, вот эта часть. Да, вот эта часть. Закрепляется вот этот, мы сняли это для покраски просто. Мгм, мгм. Закрепляем сначала вот эту часть, потом вот это бушприт, вот это называется. Это, ну, носовая часть. А, это для парусов, часть, да? Часть парусов, да, А. передние паруса. Вот этот. И здесь, ну, видите, наверное, видели в кино. Вот Да. здесь сетки, если Да-да-да. страховка, или если человеку, чтобы за борт не Да, упал, да, здесь сетки. А, Вот здесь ходишь по ней. а, Вот она вот закрепляется вот здесь. сам Здесь, будет. да, вон шея, туда. да? Длиной 4 метра получается. Ага. Вот. Вот здесь вон ходовые огни, Мгм. бортовые огни. Вот здесь носовой парус мачта будет То стоять есть наверх, да? наверх. А, Тут тоже вот с высотой где-то 5 метров вот эта часть, а Мгм. при полном подъемном виде где-то 15 метров. телескопическая Да, мачта будет Да, от 5 до 15 да, метров. от 5. Ну, это носовая, да? Носовая. Еще есть. А есть еще вот средняя вот. Друзья, ну а сейчас я буду спускаться в форпик. Так. Форпик это получается Носовая часть. носовая часть. Да. Там, где находится вот эта подрулька, шахта вот и цепей, вот посмотрим сейчас. Вот. Вот подрулька вот лежит. А это вот насос. А, Это как... то, что мы снаружи смотрели? Да, да. Она находится Это как здесь. исполнитель вот идет. И идет он по трубам туда в руку и главного двигателя. А вот здесь, где ты стоишь, это крепление мачты будет. Вот здесь. Да. Ага. Вон здесь цепи лежат. Видишь, вон. А, Снизу. Скажи. Вот. Он при аварии, если там зацепился, да, вот этот откидная, вот эта цепь. Вот, видите, вот. Там сверху откручиваешь вентиль и откидывая, отцепляется. Ну, это если якорь зацепился. Да, если в случае аварии. Ну. Кстати, друзья, обратите внимание, да, не только по металлу, да, проводится Григорий с сыном делают работы, но и даже мебель, да, для яхты делают своими руками вот из дерева. Ну, это своего рода идет испытание под открытым небом, да? Вы сделали и поставили. Да. И под дождем, и ну, до соленой воды еще далеко. Мгм. И вот как он поведет себя. Это пропитано потом 3 раза масло с воском. Не просто там масло, а с воском. Отталкивай, воду отталкивай. И это вы в мастерской у себя делаете, Да. да? Это дуб, а это лиственница, Мгм. а это орех. Ух ты, 3 дерева, да, 3 использованы? дерева сами. Это тоже немаловажно, ну, как бы интересно. Это вообще-то кнехта, да? Ага. А мы его вот снимаем как во время этой сидушка, как бы получается. скамейка? Да, как скамейка. А, Вот. Ну, что месту пропадать, да? Ну, что место пропадать? Здесь. А здесь будет стол, тоже большой стол. Ага. Вот это все. А еще нюанс есть один. Здесь будет навес, да? Ага. Вот, Прям вот здесь, в Да. этой части, да? да. Вот где мачта вот вон там будет стоять. Угу. И навес. Вот навес типа солнечная батарея, а под низ, видите, вот теплоходе вот издалека. Вон зеленый это вот тоже Да-да. навес. Крыша. Типа такой, только вот таким
полукругом. с наклоном вот так. А, наоборот сюда? Да, потому что Для чего? вот с таким наклоном, потому что это дождевая вода идет по шлангу, вот пробка лежит, да? Вот сюда Ага. дождевая вода. А, это будет собирать Собирает дождь, воду дождевую, да, пресную. пресную воду. и собирать. Да, сюда. И попадает туда, я вам покажу, жидкий балласт. Там. М, И эта вода, ну, его можно пользоваться как душ, там, техническая вода, там. мгм, А для питья отдельно есть тоже. Ну, мгм. при желании можно и пить даже. Ну. Вот. Так. Пойдемте тогда покажу. Так, отсюда что ли? Ну, вот сиденье тоже, кресло так же сами. Ну, удобно, Тоже нормально. проходит испытание, да? Да, тоже проходит испытание здесь, как вода. Ну, несколько дождей выдержала, нормально. И от солнца тоже вот это все. Ну, жаркие дни тоже были. Ну, да? конечно. Вот. Ну, посмотрим. Мгм. Потом есть лаки специально яхтенные. Может, покроем еще лаком. Мгм, мгм. А пока это пропитка только Да. да, здесь? Пока пропитка только масло с воском. 3 слоя. Мгм. Здесь тоже вот листьяк, дуб. Вот. Мгм. Вот. А это вот цилиндры, которые вот поднимать киль с бульбу. Они будут... Ну, тут Да, внутри будет стоять. Вот, а это вот здесь, вот верхний палец вот здесь одето будет. А. Шток. Там крепление тоже. Вот оно, видите? И вот эта часть будет прикреплена. Да, вот нижняя часть, вот она, крепление. А, Ну, мы уже сделали, просто сняли для того, чтобы покрасить все, обработать ну-ну-ну-ну. всё. как Потом сами уже будем собирать. раз сборка будет Да, проходить. турка. Мгм. Дальше. Дальше идем. Капитанская рубка, да? Нет, это А нет? ну, настройка, здесь камбус будет. Камбус это, ну, кухня. Вот здесь. Вот. Вон мебель тоже уже готова, шиты, вот это. Здесь будем собирать Мгм. монтаж. А это как, вон, видите, вон шахты. Ну. Вон там мы снизу посмотрели, теперь вон сверху. М, Вон киль, где будет ходить. мгм. До верху, вот до сюда будет ходить, подниматься. Это в поднятом виде. А, в поднятом виде будет здесь, Да. а в В спущенном виде вот вообще вон там А, 1,5 метра только останется, все, под водой. Вот. Ну, здесь, чтобы интерьер как бы тоже барный стол будем делать. Это стулья вот барные с той стороны. Ну и проход вот этот. Мгм. Ну и красиво обделаем вот это все. Нормально будет, думаю. Все обшито будет. Вот это снимается. И Вот это. шахта вот так спускается. А, то есть для монтажа Да, для монтажа. можно будет Полностью. опускать, вытаскивать, снимать. Да? Да. Это вот теперь мы спускаемся вниз, это моя каюта будет, а с той стороны сына, каюта сына. То же самое повторяется, только пополам делится. Зеркально, да? Да, зеркально. Это пресная вода. Короче, здесь это танк водяной. С обоих сторон повторяется также. И Вот одновременно каждый- жидкий балласт, да? Да, одновременно как жидкий балласт и пресная вода. А. От него пойдет душ. Вот здесь вот, где вы стоите, это будет душевая и туалет. К нему пойдет. С обоих сторон то же самое повторяется вот это. А. И на носу есть общее где-то 3 тонны пресной воды получается. Ага. Вот. То есть это дополнительное утяжеление нижней части. Да, и в то же время, ну, не так уж особо, жидкий балласт особо жидкий не так уж, а вот твердый балласт, да, помогает. Вот это вот берешь вот так, вот, она легкая, вот. Тоже 25 килограмм, Ага. То есть это вот таким образом да. ставится здесь, да? Ну, неправильно положил. Правильно? Вот отсюда пихай, вот сюда. Вот так. О. Также вот здесь повторяется сверху. Главное, вот это все вкладывается и закрепляется, вот это, чтобы она не болталась. А,
полностью. Вот. Вот так, на болты. Видите, вот. Ну, Сверху будет. да, сверху, чтобы не шаталось ничего. Полы получается. Полы я вам покажу тоже. Это съемные они. Каждый будут сниматься в случае аварии вообще. Чтобы доступно, легко доступно было, чтобы снял и все. Воду откачать или что там. Вот поднимаемся. Поднимаемся на капитанскую рубку. Сейчас Руслан садится на капитанскую кресло. Садись. Ничего себе. Так. Садись, садись. Потом вот. И здесь вот. Вот ты. Да. И можешь капитан уже управлять яхтой можешь. Слушайте. Да. Ну, крути, ничего страшного. Это сейчас уже крутит перо руля. Уже. А, Здесь- уже крутится? Да, уже. Потому что здесь флунжера стоят, и механически этот насос качает. А это, вот этот тоже мы сами придумали, это автопилот. Вот это от лебедки автомобильной. А это цепь от мотоцикла ЮИШ, Юпитер. Ничего себе. И вот переключается, и он без тебя, ты можешь управлять вручную вот здесь кнопкой просто. Не крутя вот это, сидя даже. А, то есть вот я так сижу, и у меня как джойстик. Да, джойстик. Управляешь налево, направо. И он будет подключен потом на навигационное оборудование. И автопилотом будешь управлять уже. То Если- есть включить да, фарватер и курс поставил, и все, и можешь Он ему отдыхать, спать можешь. Вот это откидывается. Вот. О! Ничего себе. Можешь покемарить. Супер. Вот он дает сигнал. И здесь встречное судно идет, он пикает. Сигнал дает. Все. Вот ты проснулся, вот, контроль, что взял. было. Да. Я за рулем. Да. Это, За штурвалом, в смысле. это есть радар ИС. И он показывает, что, по какому курсу идешь. И тебе как бы присвоено будет тоже номер. Ну, и индекс. Да, идентификационный номер. И вот тебя будет видеть, и ты их будешь видеть. 3 мачты. Они поднимаются тоже гидравликой. Цилиндры стоят там. И телескопически поднимается. Какую ты мачту хочешь начать? Ну, с среднего чук, поднял. Автоматически паруса вместе с мачтой подниматься будут. Поэтому вот вы посмотрите, там стоят, тоже пока установили лебедки. Ну, там много лебедок, ну, одной лебедкой достаточно будет управлять все парусами. Вот. Ну, сейчас поднимемся вот так. Что дальше, да? Да. И вот. А здесь О! Тут второй штурвал. да. Этот штурвал, вот, чтобы не мешали друг другу, тоже вот переключается. Это механически уже цепная передача идет. Ну, трос там идет, и здесь цепь. Чтобы не мешали друг другу. И управляешь уже, когда идешь по парусам. Вот отсюда можно управлять. Ну, теплые дни, погода, теплые страны. Да. Вот. Когда холодно, можно там спускаться. Всё. Вот эта лебедка, вот там у нас катер стоит, от него сняли это японский. Ну, можно сделать. Попробуем. Получится, думаю. Всего будет 3 мачты, да? 3 мачты. В середине, в носу. Да. И в кармане еще? Да. Вот теперь спускаемся. Вот это вот Ахтерпик, вот. Если зайти там посмотреть, тоже интересно так-то. Можно зайти, поснимать. Туда вниз, да? Да. Вниз спускайся. Вот он А, трап. вот здесь, да? Ну, обычно в кораблях лестницы не говорят, трап, Трап, да. трап полностью. Вот здесь тоже, вон, видите, вот стол будет вот это. Это откидывается, и можно вот так. Стол, откидной стол будет. Где? Вот здесь, вот здесь. А, Вот этот, вот где вы снимаете, вот управление, ну, тросом, ну, вот. И видели? да-да-да. Вот это идет вон, вот то есть откручено для покраски мы открутили. А снизу вот цилиндры. Вот. Ну, это рулевая машинка так.
Это мы дополнительно мы сами еще сделали. А вот сзади, вот это, где пресная, этот вода. Пресная вода будет. Не пресная, а туалетная, скажем, этот. Это септик. От септик, да. Вот это все закрыто будет. Вот. Ну и все, вот так. Это емкость для обычно подальше от машинного отделения бензин будем заливать для моторки. Это просто. И сверху будет заливаться тоже для безопасности, чтобы. Мачта будет вон стоять. Кормовая мачта. Самая высокая мачта будет центральная. Да, центральная. Сколько метров? Высотой 19 метров будет. Ого. Это 14 метров, а носовой 15 метров. 14-15. Это как шхуна получается. А это туалет. Тоже 3 туалета у нас будет, там внизу 2. А здесь обычный туалет и стиральная машинка и сушилка будет стоять здесь. И умывальник. Вот. Вот машинное отделение, мы заходим сюда. Можно заходить. Вот машинное отделение. Я это по трапам медленно хожу. Непривычно. Двигатель же здесь устанавливали. Мы сняли из-за того, что мы затапливаем его. Поэтому мы сняли для покраски. Сейчас уже готово, можно установить. Но еще не докрашено все так. А вот это именно пресная вода для питья. Здесь тонна воды будет. Это с нержавейки мы заварили все. Еще не доработано. А это емкость масляной для гидравлики. Вот. Все обслуживаются, все гидравлические вот отсюда, от этой емкости идет. А вот цилиндр, вот это есть, то есть НШ 50 он стоит. Это от главного двигателя. Он будет все обслуживать, все гидравлические вот эти паруса, все, мачты. Основное давление будет. Да, давление от него пойдет. Вот. А здесь опреснитель будет стоять тоже. Вот это будет опреснитель. Да, опреснитель соленой воды. И емкость тоже от него. Это дополнительный бак. Ну, для масла или для соляры будет. А итого здесь у нас для топлива бак 5 тонн будет. 5 тонн. 5 тонн, вот несколько независимые. Все они независимые. Вот раз, вон, 2. Это запас тоже, это масло для двигателя. Здесь электросанки будет стоять. Топливо. И вот топливо тоже танк. Вон топливный танк, расходник. Итого 5 тонн соляры будет. Ну а здесь это глушитель, это для покраски, вот намотали просто. Это идет наружный контур с выхлопом, идет и туда за борт. Ну, это стол будет, рабочий стол, здесь мачта будет. Вот. И все. Здесь аккумуляторные, вот это сервисные аккумуляторы только будет, а здесь стартовый аккумулятор. Значит, тут для обеспечения там да, потребителей. Все, да, полностью. Если аккумуляторные батареи у нас будут, они как сервисные аккумуляторы, они на ходу можно вообще не потребляя никакой дизеля, ну, топливо безрасходно, может, и электроэнергия пойдет, и все, как бы этот, и вода у нас будет пресная, все, и опреснитель есть. Вот так. Заходи и закрываем дверь. Вот эта дверь полностью закрывается, и вот замок будет, чтобы при шторме. Так, дальше идем. Вот это стекла, это вот затемненные стекла будет вот от нижней части, а вот светлые, вот и прозрачные, это капитанской рубки будут. Это все полностью будет тоже это обшито полностью, это с ореха.
полностью вот интерьер полностью обшито будет. Сейчас покажу вам материал. Так, тут убираем. Так, здесь это я этот кают-компания, где будет здесь стол будет, ну народ основной здесь будет собираться. Эта дверь тоже непроницаемая, если в случае чего пробоину получил там на носу, уже закрыто. Это водопроницаемая дверь. Открывается. Вот кинстоны, тоже вон балласты. А здесь мачта будет стоять. Вот, средняя мачта, самая высокая мачта. Вот она. А это мы сделали как бы кожух мачта. Квадратная мачта будет 25 на 25, что некрасиво его обделать. Вот это мы сделали в виде серьги. Чехол. Вот видите, вот откручивается. Вот. И одевается и там саморезом. И вот так будет устанавливаться. И здесь вот так она будет выглядеть. Как национальный колорит тоже. Тоже сами делали? Сами делали. Это орех тоже все. Ничего себе. Вот. Что мы Здорово. оттуда. Ну вот. А это ёлы, это так называется. Вот. Все доступно, чтобы было вот полы, под полами. Видите, вот полы. Это тоже жидкий, твердый балласт. Также вот закрепляется полностью, чтобы не болталось. И вот каждый вот так снимается, и там можно хоть что-то хранить, можно продукты, там, вещи какие-нибудь. И откачивать воду можно. Здесь тоже аварийный люк и как освещение. Вот это тоже вот обделали сами. Вот так одевается. Уже такой элемент есть, да? Да. Здесь также вот эта мебель, ну не вся, ну часть вот обделки вот здесь все готовые уже лежат. Вот это на душевую и на там этот будет. Парная будет, это от него вот иллюминаторы. Это охлаждение, вот форточки, иллюминаторы вот, на каждом потолке. Ну, это шкафчики, везде вот это все будет закрыто. Обшито будет полностью вот эти. А вот здесь вот пресно. Вот вода. Здесь будет вода, да? Да. Вот все будет иссякать вот оттуда, туда вот, наполнять. Это то, что вот сборник воды, да? Да. Оттуда можно и насосом качать, и дождевая вода пойдет. Все они соединяются. Это мы сделали так, чтобы его откручивается, да, вот видите, вот, и острое. Это для того, чтобы лодку не продырявить или чего там. Вот открутил острое. Этим нужно от льда отталкиваться. Вот так острым. Толкаться. А это вот мерить глубину. Вот сколько. Каждый вот 10 сантиметров. Такое 2 в 1 получается. Да. Тоже проходит испытание. Да, тоже проходит испытание. Это лещак. Друзья, ну что, хотелось бы поблагодарить Григория Иванова за такую замечательную экскурсию. Я на самом деле на себе сегодня попытался испытать некоторые моменты, да, но они достаточно легкие. Больше всего я испытал на себе восторг от такого глобального проекта. И мы желаем успехов, чтобы все сложилось по плану. И благодарим вас за то, что приняли участие в нашей программе. Спасибо большое. Пожалуйста. Испытано на себе.